Детский сад Алонхакескеле открыл свои двери еще в далеком 1961 году. В то время он работал с охватом детей на 25 мест. На сегодняшний день дошкольное образование Алонхакескеле имеет 3 разновозрастные категории. Посещают сад 50 воспитанников, расположен в районе Тос-Мелиоратор села Бердигистях. На сегодняшний день наше дошкольное учреждение работает в режиме постоянного развития, поиска новых форм и методов работы с детьми, педагогами и родителями. Мы являемся пилотной республиканской пилотной площадкой по реализации программы «Эркей-Эргире», направленной на создание среды для саморазвития подрастающего поколения путем возрождения и развития национальной культуры. И одним из направлений нашей работы является экологическое воспитание детей дошкольного возраста. В 2023-2024 учебном году по итогам республиканского конкурса проектов по экологическому просвещению и воспитанию детей Республики Саха-Якутия «Экошаг» детский сад Алонхакескеле выиграл грант на сумму 196 тысяч рублей. Организатором конкурса является некоммерческая организация «Целевой фонд будущих поколений Республики Саха-Якутия». Детский сад Алонхакескеле является единственным победителем грантового конкурса «Экошаг» из горного Улуса. И данный проект – это своеобразный центр для решения экологических проблем ближайшего окружения и позволит эффективно реализовать один из главных лозунгов образования для устойчивого развития – мыслить глобально, действовать локально. Авторами проекта являются Андреева Анжела, старший воспитатель, и Максимова Антонина, заведующая детского сада. Также для реализации проекта детский сад Алонхакескеле сотрудничает с педагогами других дошкольных учреждений Улуса, родителями своих воспитанников, с работниками природоохранных структур горного Улуса, с работниками метеостанции, специалистами управления образования, а также со специалистами Русского географического общества в городе Якутске. Мы в метеостанции Бердигистях сотрудничаем с детсадом Алонхакескеле. Дети вот с малых лет знакомятся с нашей профессией. Они ходили к нам экскурсии, осмотрели нашу метеостанцию, метеоплощадку. Нас очень радует, что дети с малых лет знакомятся. Вот уже они наблюдают температуру воздуха, облака, ветер, высоту снега, облака. Очень радует нас. Может, из них, вот из детсада Алонха, может быть, подрасти метеоролог настоящий. Мы ждем. Этот проект является актуальным для реализации именно в детском саду Алонхакескеле не случайно. С концепцией развития детского сада тема экологического воспитания дошкольника имеет приоритетное значение. Авторы проекта разработали проект реализации экологического кружка «Юный метеоролог», ориентированный на исследование по наблюдению явления погоды с детьми, проведение экологических мероприятий. На средства конкурса закуплены различные метеорологические приборы для детских исследований, опытов и оборудование для метеорологической станции. А также в течение учебного года все воспитанники нашего детского сада принимали активное участие в различных экологических мероприятиях не только детского сада, но и района и республики. Мы участвовали и стали победителями на республиканском творческом конкурсе «Удивительный белый медведь». От имени коллектива нашего детского сада Алонхакескеле и от имени воспитанников и их родителей благодарим организаторов конкурса «Экошаг». В ходе реализации проекта разработан и выпущен дневник наблюдения за погодой «Сәркән сәһәннин айылғаны кәтән көрөккә» на якутском языке. Дневник наблюдения распространен 15 детским садам горного Улуса. Ими могут пользоваться и дети, и педагоги, и родители. Дети старшей подготовительной группы с воспитателями, в том числе и дети с ограниченными возможностями здоровья, приняли непосредственное участие в реализации проекта. Деятельность кружка привлекло к исследовательской работе детей дошкольного возраста, которые в дальнейшем примут участие и на других проектных конкурсах. В
В ходе реализации проекта разработана и подготовлена к выпуску рабочая тетрадь наблюдения за погодой «Сәркән сәһиннин айылғаны кетән көрөккә» «Күннүк» на якутском языке. Ими могут пользоваться и дети, и родители, и педагоги. Одним из видов направления работы нашего детского сада является экологическое воспитание детей дошкольного возраста. Хочу представить вам мою авторскую методическую разработку «Календарь наблюдения за природой». Создан для систематического наблюдения сезонных изменений природы. Календарь природы – это графическая модель, которая показывает изменения в природе. Календарь создан для систематического наблюдения сезонных изменений природы. Дети учатся ориентироваться по дням, неделям, месяцам и временам года. У детей расширяется кругозор, любознательность, память, мышление. У них устанавливаются связи, обогащается словарный запас и познавательный интерес. Мы воспитываем детей любить своего родного края и беречь нашу природу. В рабочей тетради наблюдения вошли задания о погоде, о явлениях природы, народные приметы, раскраски времен года и ежедневное наблюдение за погодными условиями микрорайона Тос-Мелиоратор села Бердигистях. Тетрадь нужно заполнять каждый день, тогда в конце года можно составить сравнительный график, что сделали в экспериментальной форме воспитанник детского сада Айсен со своей мамой Изабеллой. Зеленой краской отмечен термометр Айсена. Это тут он сам заполнял. Красная – это ГИС Метео, а синяя – это метеостанция нашего садика. Как мы видим из графика, у нас почти совпадают. И при этом, думаю, самая наибольшая ценность в том, что ребенок вместе с родителями заполняет этот график, наблюдает, идет сравнение, анализ. Тем самым накапливается опыт у ребенка за наблюдением за природой. Вместе с тем заполнение календаря – это не только заполнение календаря термометра на каждый день, это и наблюдение за природой, за живой и за неживой природой. Например, по дороге в садик Айсен наблюдает за погодой. И даже однажды они прислали нам фотографию следы от белки. Наблюдает весной сосульку. Вот такие у нас активные родители. 31 октября в детском саду Олонхакаскеля состоялось итоговое мероприятие – презентация рабочей тетради наблюдения за погодой с привлечением всех партнеров и педагогов детских дошкольных учреждений Горного Улуса. Сегодня у нас прошел замечательный день. У нас был праздник метеорологии. У нас были гости, начальник метеослужбы Изабелла Степановна, воспитатели, родители, дети активно участвовали. Так, ну что дает детям наблюдение за погодой? Мы все дети природы, и мы должны быть наедине с природой, наблюдать, помогать природе, посадить деревья, цветы, дать с малых лет детям воспитание, экологическое образование. В нашем детском саду дети с ранних лет начинают понимать и принимать свою природу. Наш садик расположен в живописном месте в районе ПМК села Бердигистях. И сам участок как бы у нас расположить метеостанцию. У нас есть Булчут Холомота, вот метеостанция. В процессе работы 15 детей подготовительной группы кружка «Юный метеоролог» приобрели знания о значении погоды в жизни человека, о метеорологии, профессии метеоролога, о температуре воздуха, давлении, направлении и силе ветра и о метеоприборах. Дети узнают приметы, пословицы, поговорки о погоде.
Также они могут использовать навыки работы с метеоприборами метеостанции Телчан для наблюдения за погодой, делать прогноз погоды по полученным данным метеоприборов. Метеостанция Телчан, с ее помощью мы можем наблюдать и изучать явления природы. Это метеобудка, а в ней размещен термометр. Домик для термометра сделан особым образом. Туда не должен попадать солнечный свет и осадки. Например, при воздействии солнечных лучей термометр, вот он, не будет показывать настоящую температуру. Это линейка, с ее помощью мы можем определять глубину стенного покрова. Например, если глубина достигает здесь, значит 20. Это называется солнечные часы. С их помощью мы можем определять, какое время. Например, когда тень падает сюда, значит и сейчас. А если тень падает сюда, значит 1 час. А если вода 12,5. Это называется ловец облаков. С его помощью мы можем определять, к какому типу относится облака. Есть много видов облаков. Кучевые, слоистые, высокослоистые. Мы узнаем, делаем. Слоистые, по-моему. Это называется рукав. С его помощью мы можем определять силу ветра. Тихий ветер, рукав немного колышется. Сильный ветер, рукав сильно колышется. Мы заполняем дневник наблюдений каждый день. Туда мы носим день и осад. Таким образом мы можем определить, как одеться при температуре и как защитить огород от заморозков. Спасибо за внимание. Все знания, полученные детьми благодаря проекту, способствуют познанию природы, интереса к окружающему миру, природным явлениям, пониманию уникальности живого, доброты.